Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, сегодня хочу предложить вашему вниманию такую тему. Прогноз на будущую неделю. Что вам по судьбе на будущей неделе? Что ждет вас в следующие 7 дней? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Что мне по судьбе на будущей неделе? Что ждет меня в следующие 7 дней? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, что ждет вас на будущей неделе. Так, интересно. Здесь у вас на будущей неделе решится какой-то очень важный вопрос, который не давал просто-таки покоя. И я бы даже назвала этот вопрос судьбоносным вопрос. Этот вопрос касается отношений. У кого-то будет касаться отношений, а у кого-то будет касаться и любви, и, скажем так, семья, брак. Также может быть переезд либо переход на другую работу. То есть все, что вы решите в эту неделю, все ваши поступки, решения и действия приведут к тому, что запустится просто-таки новый виток вашей жизни. Да? Вот прям-таки поделится ваша жизнь на до и после. Все решения, все поступки, все действия будут очень-очень судьбоносными. Поэтому к этой неделе отнеситесь максимально, знаете, вот как... Держите, во-первых, все под контролем, себя под контролем. И серьезно отнеситесь к всему тому, что будет происходить. Здесь нельзя будет отмахнуться, здесь нельзя будет делегировать, здесь нужно будет решать все здесь и сейчас. И от этого решения понимайте, что зависит ваше будущее и будущее, например, вашей семьи, ваших близких людей. У кого-то прям-таки судьба решится. Да, серьезная неделя и серьезные дела. Здесь, конечно же, да. Смотрите, здесь три очень важных поворота вам придется пройти. 2 вы пройдете как-то резко, даже сами от себя того не ожидая, даже не задумываясь о том, что вы проходите какие-то важные резкие повороты в своей жизни. А 1 прям-таки придется поломать голову, подумать и решить, что делать и как лучше поступить. Так что, мои дорогие, будьте начеку и понимайте, что вам вообще не нужно ни у кого ничего просить и не спрашивать. Все решения вы должны принимать исключительно самостоятельно, потому что любой другой человек может внести свои корректировки, тем самым повлиять на вашу судьбу не самым хорошим и радостным способом. Понимайте, что вы совсем справитесь, понимайте, что победа будет за вами. И ваше решение, какое бы оно ни было, оно будет абсолютно правильно именно для вас и именно в этой ситуации. Чужие решения вам не нужны, они вам не подходят, они вам противопоказаны. Поэтому сосредоточьтесь именно на себе, на своих внутренних каких-то ощущениях, чувствах, эмоциях и руководствуйтесь именно своей головой. Вам ваше сердечко, ваша душа обязательно подскажет. Здесь у нас прям, смотрите, такой головастик вышел, видите, прям такой большой головастик. У кого-то может быть зачатие на этой неделе. Зачатие, либо вы узнаете о том, что у вас ребенок, и будете решать, что же дальше делать, как дальше поступать. Знаете, вопрос будет для вас сложный. Это не тот момент, когда вы будете прям там, не знаю, прыгать и плясать от радости, да, что вы забеременели, либо кто-то из ваших, может быть, родственников, семьи забеременеет. Здесь именно будут приниматься решения, что делать и как поступать. То есть, понятно, да, ситуации у всех разные. То есть я вижу, что решение очень такое будет судьбоносное. Каким оно будет, я не вижу, я не буду тут пытаться даже это узнавать, потому что это ваша судьба решается, конкретного человека, который окажется в этой ситуации. Мои подсказки, мои советы, они вам абсолютно не нужны, они вам будут противопоказаны именно вот по этим вопросам. Я лишь скажу, что будет происходить. Я настаиваю на том, чтобы вы
не подключали никого, никого не слышали, никого не принимали и решали именно так, как подскажет ваше сердце, ваша душа, ваша совесть. Только в таком формате вы примете действительно правильное решение. Не чужие люди, вы сами, даже ваши близкие, да, в семье, не нужно слушать чужих советов. Вот даже самых близких и родных людей. Все равно принимайте именно сами, самостоятельно. Следующий момент – это вопрос по человеку. Вот он человек, с которым вы, ну, может быть, были вместе, в паре, в отношениях, в браке, встречались, на кого там планы строили. С этим человеком тоже будет очень серьезный разговор и прям-таки принятие решений. Остаемся, расстаемся, и что мы делаем дальше, куда мы двигаемся. Возможно, будет разговор, в котором будет решаться ситуация, покупаем ли мы там дом, квартиру, берем ли мы ипотеку, либо мы переезжаем, либо мы уезжаем, что происходит в нашей жизни. То есть очень важные вопросы, касающиеся именно личной жизни, будут решаться. Как они будут решаться, смотрите, думать только лишь вам. Сами вот все решайте и думайте. Не надо слушать там советчиков, помощников. Вам они вообще не нужны. Еще раз повторю, противопоказано вам принимать чужие советы. Эта неделя решающая. Считайте, что это час X пробил по вам, когда вы должны просто вот таким отключиться от всего мира, да, может быть, даже в какую-то аскезу впасть и подумать о том, что нужно, что вам делать и какие решения вам принимать. Сложно вот в эмоциональном плане, в умственном плане очень сложная неделя, но вы с ней справитесь, со всеми делами этими вы справитесь, вы все порешаете. И знаете, вот прям такое пойдет удовольствие и опустошение. Да? Все поделала, теперь могу отдохнуть. Мои дорогие, дороги у вас здесь две. Дороги у вас, ну, скажем так, да, направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, там, не знаю, там, жену найдешь, да. Будет у вас легкий путь и сложный путь. Что вам выбирать? Выбирайте то, что, опять же таки, скажет вам интуиция. Потерять что-то одно, вы получаете гораздо больше. Помните об этом. И если вам кажется, что одна дорога слишком сложная, а другая слишком светлая, то там обязательно есть какой-то подвох. Вот вы должны прям, ну, войти, да, в состояние интуита, да, человека, который полагается на свои знания и на свою интуицию, и себя изнутри спрашивать, да, куда мне идти, что мне делать, как мне поступать. Неделя однозначно очень в этом плане сложная. Так, смотрите, что касается рабочих вопросов. Ну, я вот так вам скажу, что на работе тоже будет решаться очень важный вопрос, касающийся того, стоит ли вам продолжать то дело, которым вы занимаетесь, может вам перейти на другую должность, на другую работу, сменить вообще отрасль, может быть, вам свои таланты там в другом направлении проявить. То есть будете вы очень так много думать об этом, будете думать, решать. Такой мыслительный процесс достаточно серьезный у вас пойдет. Опять же таки, да, никого не слушайте, слушайте только лишь себя. Вам никто мешать не будет. Вот высшие силы будут выстраивать такую ситуацию, чтобы вам никто не мешал, чтобы никто к вам вот прям не лез с разговорами и с выяснениями. Спокойно будет у вас на работе, спокойно у вас будет в семье, в доме. Родственники ваши, на удивление, вот особенно у кого активная семейка, будут себя вести очень скромно, очень спокойно, будут давать вам время определиться, да, что происходит в вашей жизни, куда вам двигаться. Вы от себя не замечая поведете себя достаточно, ну, таким человеком рассудительным, смелым и открытым. Если вы раньше, ну, там, боялись лишний раз там слово сказать, то ну, прям таки во взгляде у вас будет читаться вот такая прям решительность, открытость и независимость от других и от ситуации, да, то есть вы сами, как говорится, с усами идете к своему достижению. Так, еще тут будет момент, когда вас будет кто-то делить. Вот прям в прямом смысле слова. Два мужчины могут за вас бороться, либо две должности вы будете выбирать, куда пойти, да, две организации, которые будут звать вас к себе работать, может быть, две ваших подруги, которые между собой поссорились и вас будут пытаться перетягивать к себе. Мои дорогие, ну, уходите от этих ситуаций, просто, как говорится, умывайте руки, да, пусть они там что хотят делают, да, а вы поступайте так, как подсказывает вам ваша совесть и ваше ощущение от жизни. Если честно, достаточно такая аскетичная неделя идет, при этом еще и
и немножечко неделя затворника, когда вы вот в этом состоянии, да, человека-одиночки должны будете очень много решить и очень много для себя понять и придумать. Жизнь и судьба ваша решится в эту неделю. Куда пойдете, так оно все и будет. В любом случае, наперед я могу так сказать, что принимать решения вам придется самостоятельно. Бояться этого не нужно. Ваши решения будут абсолютно верными и правильными для вас. Каким бы они ни были по сути, по факту. Да? Главное, что это будет хорошо для вас. Так, еще у кого-то выпадает очень необычная поездка. Поездка, которая тоже очень много может решить в вашей судьбе. Вам будут предлагать, может быть, даже будут предлагать несколько направлений. Принимайте, опять же таки, да, вы, главное, принимайте эту поездку, но принимайте с умом. Выбирайте именно то, что вам вот прям подсказывает ваше сердечко. Так, следующий момент – это состояние здоровья. Ну, как бы да, тут состояние какого-то вот усталости, может быть, мигрений и, ну, может быть, даже немножечко подавленное состояние, да, потому что все-таки очень тяжелый выбор, и вот как-то все в один момент на вас сядет, ляжет, да, и вам придется вот так немножечко, как говорится, поболеть этой ситуацией. Но вы совсем справитесь, тут переживать не стоит. У кого были тяжелые какие-то заболевания, то у вас вот прям таки ваше состояние переключится, да, с тяжелого состояния на состояние человека, который думает, очень много думает, и весь ушел просто-таки в мозг. Вот, мои милые, не переживайте. За родственников, за близких, за свою семью тоже не переживайте. Они, вы знаете, вот как ни странно, будут чувствовать, что у вас происходят очень глобальные перемены, не будут вас беспокоить, не будут вас трогать. Лишний раз, ну, вам, скажем так, не прилетит какая-то проблема, да, вас не потревожит. Будьте, кстати, очень удивлены, да, что вот семья так реагирует на вас. Так что, мои дорогие, решайте. У кого-то прям-таки будет предложение какое-то, да, может быть, человек, с кем вы общались, сделает вам предложение руки и сердца. Может быть, все-таки вы обозначитесь в отношениях, которые были сложные, и скажете, что все, мне хватит, я больше не хочу. А может быть, вы таки куда-то и поедете, переедете, да, и начнете свою жизнь заново. В любом случае, неделя очень-очень непростая. Мои милые, силы вам, чтобы все это пережить. И понимайте, что если не вы, то никто. На этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.